Сегодня уникальный ретро-поезд на паровой тяге «Золотой орел» впервые прибыл в Абхазию. И с минуты на минуту мы ожидаем его на станции Псырцха. Для туристической жизни Абхазии это большое событие, ведь данный проект открывает новые возможности для привлечения иностранных гостей в нашу республику. Самые яркие достопримечательности нового Афона сегодня посетят более 70 туристов из 13 стран мира. Великобритания, Австралия, США, Швеция, Бразилия, Канада, Уругвай, Швейцария, Германия, Япония, ЮАР, Дания, Россия. Все люди из перечисленных стран приехали в Абхазию в первый раз. Они живо делились с нами своими ожиданиями и впечатлениями от приезда в Абхазию. Мне в Абхазии интересны не только места, но и люди. И судя по тому, что я вижу, люди здесь очень теплые и доброжелательные. Ваша страна такая маленькая. Интересно увидеть то, что она может предложить туристам. Это моя первая поездка в Россию и на Южный Кавказ. Это очень волнительно. Сама я из Америки. Я из Манчестера, Англия. Я попробовал абхазское вино, мне очень нравится. Зная о маршруте, я заранее прочитал о вашей стране, о ее истории и людях. Здесь очень красивая природа и архитектура. Я впечатлен. Туристический поезд совершает маршрут по городам России, Северного Кавказа, Республики Абхазия. Включить Абхазию в этом году в маршрут стало возможным благодаря Министерству по курортам и туризму Абхазии. Организатор этой поездки – туристическая компания Limited Travel, английская компания, совместно с РЖД Транссибирский экспресс, также турфирма «Ривьера Сочи» совместно с нашей национальной туристической компанией Министерства по курортам и туризму Абхазии. Этот поезд раньше ходил во Владивосток и в Китай в основном. В этом году после переговоров включили и Абхазию тоже. Он идет по городам России. Начинается с Москвы, идет по ветке, которая ведет в Астрахань, Северный Кавказ, Грозный. После этого он идет в Туапсе, Сочи и заезжает к нам в Абхазию. И вот конечная остановка – это Новый Афон. Глава администрации Нового Афона Феликс Даутия говорит о том, что подобные мероприятия – это не только весомый толчок для развития курортного города, но и всего туризма страны в целом. Мы должны делать все от нас зависящее, чтобы туристам в Абхазии было максимально комфортно, отметил Даутия. Мы на самом деле не можем останавливаться только на определенных туристов. Мы должны расти, приглашать сюда, и чтобы у них желание было посетить Абхазию, чтобы они себя чувствовали комфортно в Абхазии. Люди со всего мира должны сюда приезжать, и мы для этого должны днем и ночью думать и работать. Какое же место в первую очередь посетит иностранный турист, впервые побывав в городе Новый Афон? Конечно же, знаменитое подземное царство, Новоафонскую пещеру. Наши сегодняшние туристы с удовольствием делятся с нами своими впечатлениями. Я из Кейптауна, Южная Африка. Пещера просто поражает. Я никогда ничего подобного не видел ранее. Здесь особенная волшебная атмосфера. Я в восторге. Новоафонская пещера состоит из 9 залов, в 6 из которых проводятся ежедневные экскурсии. Экскурсия с профессиональным гидом, которая продолжалась более часа, не оставила равнодушным никого. Вы очень счастливый народ, потому что живете на такой прекрасной земле, с такими прекрасными пейзажами и морем. У вашей страны огромный потенциал. Я обязательно сюда еще вернусь вместе с семьей и друзьями. Затем пассажиры ретро-поезда «Золотой орел» продолжили свое знакомство с Новым Афоном и посетили другие достопримечательности курортного города. На Алакове, Артур Каланди, Абхазское телевидение.